воскресенье, 21:30 на канале БСТ. Время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Добрый вечер. Я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Консолидация как драйвер экономики. А я хочу, чтобы мы гордились тем, чего достигли сами. В послании башкирским парламентариям Ради Хабиров призвал дожимать и не прятаться от неудобных вопросов. Открытость власти в республике будет абсолютной с первого и до последнего дня моей работы на посту главы. Почему зал плакал и кому аплодировал, мы разыскали тех, кого все республики приводили в пример. Конфеты с никотином, но без табака. Никотин – это вещество, которое содержится в табаке. Все равно, что понимаете, как это водка без спирта. 24 часа, отведенные продавцам снюсов, истекли. Лёгин, ты живой? Ты живой? Жертв опасных леденцов все больше, школы в осаде. Сынок, смотри сюда, маму смотри, сколько тебе лет? Как тебя зовут, сынок? В республике готовят закон, который перекроет лазейки тем, кому деньги важнее детских судеб. Не курьи ножки, но все же пинки вместо фундамента. Ничего не изменилось. Все так же бутылки, шприцы, квартира в ужасном состоянии. Плесень и грызуны, квартиры без воды и газа. Кто зарабатывает на жилье для бывших детдомовцев? Какие должны быть полы, какие стены, какой потолок, какие двери, какие окна. Все должно быть прописано в этом документе. О единых стандартах, сиротской доле и чиновничьем произволе. Ставших на пути мусоровоза начнут штрафовать, а вот как быть, если закон лишь сезонный? Где? Все, что надо было, все огородили. Мест нет, паркуемся. Что случилось? Как? Может ли буква закона запорошить снегом, и почему парламентарии отправляют искать вместо зеленой травы бордюры? Монахараля Альбина. Вот картинка, которая была нарисована еще год назад. Он пишет летопись карандашом. Камиль Бузыкаев развенчивает мифы. Художник Бузыкаев не до конца продался, там что там обо мне еще пишут. Кто цензор его работ, сколько карикатуры стоят и почему художник не терпит политиков в юбках. Дожимать, чтобы гордились тем, что создали сами. Это цитаты послания Ради Хабирова к парламенту региона. Безусловно, главное политическое событие недели. Новых слоганов, чего, пожалуй, больше всего ждали мы, журналисты, не было. Зато прозвучал призыв написать свою историю в своей республике. Как уже отметили многие политологи, на сей раз текст послания не стали столь бурно разбирать на цитаты и обсуждать на кухнях. Оно было сдержанным и конкретным, устремленным не сколько в будущее, сколько в привычные будни. Главный смысл обращения – завершить начатую работу. Несколько раз выступление главы Башкортостана прерывалось аплодисментами. Был и такой момент, когда те, кто в зале, утирали слезы. Мой коллега Азат Садреев о ключевых моментах послания. Если кто-то рассчитывал увидеть здесь пышное мероприятие, то он пришел не по адресу. Как и инаугурация главы Башкортостана, послание Ради Хабирова Государственному собранию проходит скромно и без излишеств. О статусе мероприятия говорит лишь место проведения, главная международная площадка республики, Конгресс-холл Торатау, ну и, конечно же, строгий дресс-код приглашенных. За час до начала оглашения послания в фойе не протолкнуться. В кулуарах гадают о тезисах будущего выступления Ради Хабирова. На камеру вспоминают, чем запомнился уходящий год. Вообще здорово, когда фоки открывают, да, где-то заливают коробки, где-то поля делают летом, когда, чтобы дети выходили, играли в футбол, обустраивают всякие площадки. Это очень помогает. После очередного театрального звонка приглашенные начинают занимать кресла в зрительном зале. Почетное место отведено и первому президенту Башкортостана Муртазе Рахимову. В том же ряду та, которая заранее знала текст послания, супруга главы республики. Я всегда обычно выступаю в роли того, кто прослушивает выступление. То есть вы первый услышали это послание, да, прежде чем депутат услышит? Да. Глава республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Глава республики сосредоточен. Тембр голоса меняется лишь когда зал начинает аплодировать. В этот момент Ради Хабиров благодарит врачей, сотрудников МЧС, которые помогали жителям задыхающегося Сибая, горняков, тушивших тлеющих карьер, артистов и спортсменов, поддержавших в трудный момент горожан. И именно консолидацию руководитель региона назвал драйвером роста экономики. Республике нужен, конечно, экономический драйв, инвестиционный прорыв. И вы знаете, мы сумели добиться в этом году 15% роста инвестиций. И я хочу сказать, что такого давно у нас не было. Последние годы у нас
был 0% по этому очень важному ключевому показателю. Подольское месторождение стоимостью 50 миллиардов рублей в Хайбулинском районе, предприятие по глубокой переработке зерна, куда вложат 65 миллиардов в Стерлитамакском, производство мягких французских сыров в Белебее. В проекты будущего уже заложен фундамент. Отмечен небывалый результат и в строительстве дорог. В республике отремонтировано свыше 1500 километров автомагистралей. Обновился автопарк государственного перевозчика «Башавтотранс», что позволило связать автобусным сообщением каждый районный центр с Уфой. Быстрее добраться до столицы смогут и тяжело больные даже из самых отдаленных муниципалитетов. В регионе возродили санитарную авиацию. Башкортостан вошел в число самых эффективных регионов страны. Запускать руку в государственный карман больше не позволят. Еще один важный посыл Радия Хабирова – честные ответы на любой вопрос, не отворачиваться даже от самых сложных проблем. Сегодня скажу о ситуации вокруг Куштау. Куштау будет разрабатываться, потому что я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. И бесполезно меня ломать, выкручивать, подкупать журналистов, националистов. И это пытаются делать те, что самое главное, кто просто хочет выдавить одну компанию с рынка и запустить свою. При этом они зашли бы на территорию, ничем не уступающую по природным богатствам Куштау. Но при этом еще несколько лет Стерлитамак сидел бы, простите, без штанов. Поддержку получит и Бельское речное пароходство. На особом контроле реализации национальных проектов. Для жителей республики продолжит работу система инцидент-менеджмент, которая по итогам года была признана администрацией президента России одной из лучших в стране. Говорил Радий Хабиров и о том, что не дает ему покоя, но сильнее слов прозвучал 3-минутный видеоролик. Чтобы мы жили лучше. Я люблю своего папу. Это то, что на самом деле мы стали меньше любить и стали меньше рожать детей. Понятно, что за этим стоят очень разные причины. Экономические, социальные, но и не только. Мы слишком увлеклись материальными благами, карьерой, зарабатыванием денег, забывая при этом, что самое-то главное – это счастье отцовства и материнства. Когда вот про деторождение сказали, конечно, очень зацепил, этот ролик сам по себе зацепил. Я сам будущий дважды отец, поэтому я к этой теме очень так трепетно отношусь, поэтому, наверное, это такой самый трогательный момент для меня был. Именно обращением к молодежи завершил свое почти часовое послание Радий Хабиров. Глава Башкортостана отметил, что в Уфе будет создан Евразийский федеральный университет. Регион начнет охоту за своими абитуриентами, чтобы они смогли написать свою историю в своей республике, опираясь при этом на традиции, одна из которых – уважение к старшим. Человек чувствует, что надо трудиться, работать. И самое главное, он заметил все те недостатки, которые сегодня созданы в республике. А в республике недостатков много. Он по всем аспектам прошел. Просто я сидел, слушал, радовался, что действительно новая глава порядок наведет. Успехов ему. С этой трибуны прозвучало послание главы Башкортостана Радия Хабирова к депутатам Государственного собрания. Парламентарии получили короткое, но четкое поручение – дожимать. За последний год проделана огромная работа во всех сферах, но чтобы решить остальные проблемы, нужна консолидация не только чиновников и общественных организаций, но и в первую очередь жителей региона. Азат Садриев, Азат Ишбулатов и Азат Тузбеков. Итоги недели. Уфа. Послание Радия Хабирова было не только о людях, но и для людей. Десятки приглашенных в зале – рядовые труженики. Преданные своему делу врачи и медсестры, влюбленные в профессию, водитель, воспитатель, предприниматели, семейные пары, подающие пример, какими нужно быть родителями. Кто они? Специальные гости, неожиданно для себя получившие конверт с приглашением в Конгресс-холл Таратау. Мы разыскали людей, которых ставили в пример и для кого звучали аплодисменты. Анастасия Чебаева продолжит. Сейчас загружены сильно. Транспорта много, легковых много, автобусов много. Надо ехать по своей отведенной полосе.
Полосу для себя он определил давно и почти за 40 лет ни разу с нее не сошел. Первый раз за руль автобуса Рамзиль Вахитов сел в 82-м, а последние 20 лет возит пассажиров Башавтотранса. За это время он не совершил ни одной аварии, разработал свой свод правил. Резко не тормозить, если подрезают, не отвечать, всегда ждать, пока пожилые пассажиры заберутся в автобус, и помогать мамам с колясками. Коллеги уходят и приходят, а вот он не готов выпустить руль из рук. Потому что тянет. Автобус есть автобус. Но это с молодости уже вот, любовь осталась такая. Я и раньше приходил сюда, когда дядя тут работал, смотрел на эти автобусы. Каждый мужчина технику любит. И сама работа держит всегда в седле человека. Рано встаешь, поздно приходишь, мужчина должен зарабатывать. В этот день он тоже встал рано, в 4 утра, но не на работу. Просто уже привычка. Из водительского сиденья в кресло Конгресс-холла, где зал аплодирует в его честь. Рамзиля Вахитова, как пример профессионализма, привел Ради Хабиров. Спасибо вам. Точно так же смущенные своего кресла вставали остальные герои послания главы Башкортостана. Не привыкли к такому вниманию. Уж точно не ради него. Уезжали в Сибай лечить и успокаивать горожан врачи во время тления в местном карьере. Примером консолидации назвал это Ради Хабиров, когда певцы и артисты отправлялись поддержать горожан, а сибайские и уфимские медики работали рука об руку по 16 часов, не снимая белых халатов. Наш рабочий день начинался в 8 утра, включая в субботу и воскресенье. Мы работали практически каждый день до 12 вечера. Когда мы уже работали по обследованию, это было более 100 детей практически каждый день. Мы чувствовали, что, в принципе, наша работа там нужна и важна. Нам пришлось мобилизировать все свои силы. Люди были испуганы, и нам приходилось не сколько лечебной деятельностью заниматься, а больше психологической помощью. Лечить можно не только людей, но и экономику региона, развивая бизнес. Свое первое дело Кирилл и Станислав открыли еще в студенческие годы. Долгое время занимались только коммерческой недвижимостью. Были связующей нитью между клиентами и собственниками. В какой-то момент захотелось большего – создавать. Так появилась пекарня «Лисичкин хлеб», 23 филиала и 200 сотрудников. Мы подумали, что было бы хорошо заниматься тем, где мы сами можем выбирать, как будет выглядеть этот продукт либо услуга. Вот. Мы задали для себя определенный перечень вопросов, на которые мы хотели ответить и подобрать нишу, чтобы по всем вопросам мы получили плюсы. Вот. Мы выписали эти все вопросы и прямо отранжировали по каждой категории, которая есть там в справочниках, проверили, выписали несколько возможных бизнесов, и вот так мы выбрали пекарню. А что общего между чешским карандашом Кохинор и Башкортостаном? Липа, выросшая в Крыдельском районе. В месяц из башкирских заготовок выходит 1 миллион карандашей. Ряд российских предприятий уже пытались наладить поставки для чешского производителя, но представленные ими образцы не устроили компанию. А Николай Порядин смог добиться качества, но на это ему понадобился год. В Чехии предъявляются очень высокие требования. Размеры должны быть до 10 долей. Делаются прорези для грифеля. Значит, в эти прорези закладывается грифель, накрывается, соединяется, склеивается вот таким образом, разрезается и выходит карандаш. Буква А, точка-тире, буква М, 2 тире. Но прославляют республику не только башкирские липы и предприниматели, но и молодые умы. Артур Шейхатаров разработал на основе азбуки Морзе приложение для общения слепоглухих. Я подумал, что нужно создать что-то интересное, новое, приложение, которое поможет многим людям. И именно тогда я вспомнил как раз историю из детства. В 7 лет я увидел передачу именно информации слепоглухих людей. Они прикасались друг к другу, и мне это сильно запомнилось. Сделать мир лучше для других однажды решили Вахид с Ириной. У них 3 своих детей, 2 усыновленных и 17 приемных. 15 лет назад, после неудачной беременности, они решили взять ребенка из детского дома. Чтобы прокормить большую семью, занялись бизнесом, в котором работают уже повзрослевшие дети. Они организовали в Благовещенске пассажирские перевозки. Не так давно стали победителями окружного конкурса «Успешная семья Приволжья» в номинации «Семейное дело». Счастье. Я чувствую себя счастливой мамой. Я не только вот как бы проявляю к ним заботу, но я чувствую, как и они ко мне проявляют заботу. Потому что дети у нас определены, мы уже 8 свадеб сделали. Что кровным, что приемным детям. У нас одинаково все. У нас 4 внучки, 3 внука. Или наоборот. Тут несложно и запутаться. Они никогда не делили детей на чужих и своих. И поступали так, как велит им сердце. Так поступал каждый, кто поднимался в зале под аплодисменты. Они доказали. Мир меняют простые люди с непростыми сердцами.
Анастасия Чебаева, Артур Ханов, Виктор Миренков. Итоги недели. В отношении сотрудников школы в Стерлитамаке могут возбудить уголовное дело по статье «Халатность». На неделе 11-летнего ребенка увезли в больницу прямо с занятий после употребления, предположительно, бестабачной никотиновой смеси. Речь о снюсах, которые проникли в подростковую среду. И вряд ли они еще понимают, что псевдоконфета с убойной дозой никотина таит в себе риск летального исхода. Прокуратура и парламент республики уже готовят законопроект, запрещающий их продажу несовершеннолетним. Но это, несомненно, еще займет время. В пятницу вечером Ради Хабиров опубликовал в своих соцсетях пост, где дал ровно 24 часа, чтобы эту дрянь, а иначе и не назовешь, убрали с прилавков магазинов. Подписав «Кто не поймет, поговорим по-другому». Отведенное время уже прошло. Как обстоят дела сегодня? Контрольную закупку совершила Динара Таймасханова. Сынок, смотри сюда. Маму, смотри. Сколько тебе лет? Как тебя зовут, сынок? Ноль реакции и отсутствующий взгляд. Мама за кадром поясняет, ребенок съел конфетку. На видео якобы мальчик из Стерлитамака, которому вместо лакомства подсунули никотиновую смесь, так называемый снюс. Информацию опровергли правоохранители. На кадрах ребенок из другого региона. Но пострадавший школьник из Башкортостана не фейк. 11-летний мальчик оказался в реанимации после того, как угостился конфетой. Предположительно, это был тот же снюс. Мальчика увезли на скорой прямо с занятий. Правда, директор школы не спешит делать выводы, из-за чего ребенку стало плохо. Вызвали скорую помощь, увезли непосредственно, с чем связано данное состояние ребенка, мне в данный момент неизвестно. Но незнание не освобождает от ответственности по факту отравления ребенка в Стерлитамаке снюсом. Следственный комитет организовал проверку. Действия сотрудников образовательного учреждения в Стерлитамаке проверят по статье «Халатность». В настоящее время следователям предстоит опросить родителей ребенка, сотрудников школы и очевидцев, а также провести иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ой, классно как! Пиар-компании никотиновой смеси позавидует любой производитель сигарет. Блогеры тестируют товар на камеру, советуют, как выбрать и как правильно закидывать. В прямом эфире демонстрируют эффект. Не брезгуют снюсом и девочки. Возрастное ограничение бестабачной смеси 18+. Однако опасные конфеты все равно оказываются в руках у несовершеннолетних. Лёгня, ну ты живой? Снял, по идее. Живой? Вот, допустим, возьмем цифру 10. Из 10 это, примерно 4, наверное. 4 школьника из 10 они будут кидать снюс. Точно. Продавцы любят повторять, якобы снюс менее вредная замена сигаретам. Доза никотина огромная, зато не содержит табак. И это обстоятельство лазейка для продавцов обойти закон. Никотин – это вещество, которое содержится в табаке. Вот. Поэтому это все равно, что понимаете, как это водка без спирта. Купить эти конфеты можно почти в каждом магазине возле дома. Ассортимент, как говорится, на любой вкус и цвет. Яркие коробочки с привлекательным дизайном и подробные инструкции. Все это манит неискушенных школьников. Они употребляют каждые 15 минут. Они делают наспор. Кто засунет их 6? Это 6-9 штук, чтобы показать свою браваду, что я крутой. Но поскольку Антон уже сдался, я еще держу. По виду действительно напоминают конфету или жвачку, те, что в синей упаковке с приятным ментоловым запахом. Несовершеннолетние могут и не знать, что вместо сладости кладут в рот отраву. В начале ноября в больницу города Кумертау поступил подросток, предположительно также отравившийся снюсом. Скончался, не приходя в сознание. В Нефтекамске пострадала девочка. Специалисты не исключают, что производители могут подмешивать в смесь наркотические вещества. Если первый раз человек, его начинает блевать. У него организм отталкивающая реакция после этого. Там голова может трясться, а потом идет какой-то вот такой вот кайф. Тебя должно шатать. 24 часа на то, чтобы убрать с полок эту дрянь. Таким ультиматом отреагировал на очередное отравление снюсом Ради Хабиров. По истечении отведенного времени мы прошлись по местам сбыта продукции. Некоторые оперативно убрали с полок товар. А когда убрали? Убрали вчера. А, убрали, да? Да. Но остались и те, кто считает, пока закона нет, он ничего не нарушает. А вчера в соцсетях не видели, Ради Хабиров высказался? Вы все равно будете продолжать, да? Блин, так сказали, какая купчиха такая. Пришла сюда, открыла тут все и сижу. Мне, в принципе,
Согласно инструкции, держать во рту снюс можно до получаса. За это время в организм поступает львиная доза никотина. Если в сигарете, даже самой крепкой, содержится 1,5 миллиграмма никотина, то в одной порции, даже такой маленькой, его больше в 15 раз. Сегодня глава республики уже опубликовал результаты мониторинга магазинов. 70% убрали с прилавков бестабачные смеси. Ради Хабиров отметил, что у владельцев торговых точек тоже есть дети, поэтому они услышали призыв. В ближайшее время парламентарии обсудят законопроект, запрещающий продажу никотиносодержащих веществ. А пока жизнь и здоровье детей будет зависеть от того, что же перевесит на чаше весов владельцев магазинов – совесть или желание наживы. Динара Таймасханова, Гузаль Сиддикова, Ильнур Юмагулов. Итоги недели. В республике могут ввести единые стандарты жилья для сирот. На неделе об этом говорили на заседании Совета по правам человека. Нормативы должны учитывать все: материалы стен, потолка, пола, отделку, вплоть до ширины дверных проемов. Эта тема была поднята на фоне многочисленных жалоб и проверок, в том числе со стороны прокуратуры, когда сиротам по факту давали едва ли не бараки с промерзающими стенами и плесенью. К примеру, в Белокатайском районе 7 многоквартирных домов были построены в буквальном смысле на деревянных пеньках вместо фундамента. Дело сейчас в суде, но сколько еще подобных случаев и почему положенное по закону получить так трудно? В историях и примерах чиновничьего равнодушия разбирался Артур Шамсудинов. Делая эти кадры оперативной съемки, сотрудники прокуратуры Белокатайского района не скрывают, опасались, как бы дом не рухнул. Вместо прочного основания постройка стоит в буквальном смысле на деревянных пеньках. Можно только гадать, на какие нормативы опирались строители. Но вот правоохранительные органы доводам застройщикам, что жилье отвечает положенным требованиям, не поверили. Было возбуждено уголовное дело, которое сейчас рассматривается в суде. Ничего не изменилось. Все так же бутылки, шприцы. Вонь, квартира в ужасном состоянии. Артур и Диана Талиповы – сироты. Их мама умерла, а отец, неоднократно судимый, давно лишен родительских прав. Большую часть жизни брат с сестрой провели в детдоме, а когда пришло время вставать в очередь на жилье, узнали, им якобы не положено. За сиротами закреплена доля вот в этой квартире в городе Туймазы, где нет ни света, ни газа, повсюду разбросаны пустые шприцы. А на одной жилплощади прописан еще и отец. Вынеся вердикт, что жилье пригодно для проживания, в районном отделе опеки пояснять ничего не захотели, закрыв перед сиротами и правозащитниками дверь. Откройте, пожалуйста, дверь. У нас есть пару вопросов. Будьте добры, дверь откройте, а? Ну что за ерунда-то, я не пойму. Нас прописали и приватизировали эту квартиру, когда мы были несовершеннолетними. И сейчас нам отказывают в администрации и в органах опеки, опираясь на то, что у нас уже есть жилье. В Белорецком районе дома и квартиры приобретались на вторичном рынке. Возраст некоторых построек достигал 90 лет. В Баймаке для нуждающихся построили целую улицу из сборно-щитовых конструкций, в зимнее время стены которых промерзают до образования наледи. В прокуратуре рассматриваются десятки дел. В истекшем году прокуроры выявили 74 факта предоставления жилья детям-сиротам, которые не соответствовало техническим нормам и правилам. Вносятся требования в адрес застройщиков и муниципалитетов с требованием устранить нарушения законодательства, которые были выявлены в ходе проверок. Проверки проводятся и в отношении чиновников, которые указанные дома приняли. Правда, правозащитники уверены, и так во многом очевидно, какими мотивами руководствовались должностные лица. Я усматриваю в этом коррупционную составляющую. Я считаю, что выделяются деньги на строительство именно домов для сирот. Однако часть этих денег куда-то испаряется. И если еще мы с нашей стороны и чиновники вот так нагло оставляют их без нормального жилья, то им прямая дорога в АУЕ. Поэтому эти криминальные авторитеты ищут таких детей. Правозащитники предлагают ввести единые стандарты для сиротского жилья. Эту тему подробно обсудили на Совете по правам человека, который на неделе прошел под руководством главы республики. Член СПЧ Ильдар Сангулов считает, необходим документ, в подробностях прописывающий все нормативы, чтобы у чиновников на местах не было двоякого понимания, является жилье пригодным или нет. Единый стандарт,
который должен разработать комитет по строительству и архитектуре, где было бы прописано все, какие должны быть полы, какие стены, какой потолок, какие двери, какие окна. Все должно быть прописано в этом документе, и под этот стандарт уже должно приобретаться жилье. На сегодня уже существуют ГОСТы, о которых, видимо, не все чиновники знают. В 2008 году Фирдаусу Шихуддинову, выпустившемуся из интерната, сотрудники белорецкой администрации указали на дом покойного дедушки. Его признали вполне пригодным для проживания сироты. Согласно акту обследования, здесь есть печное отопление, электричество и даже водопровод, которого, правда, и в самой деревне-то не было. Если даже здесь как-то жить, сколько здесь нужно вложений, сколько времени, легче его снести и построить новый. Ради Хабиров подтвердил, что ситуация действительно сложная. По многим озвученным фактам возбуждены уголовные дела. Нужно сделать так, чтобы соответствующие ведомства не относились к обязанностям халатно. Усилить контроль глава республики поручил Госкомитету по строительству. Я сознательно не иду на то, чтобы сейчас массово выделить чуть больше сумму. Зачем? Я сейчас лупану туда денег, а строитель нам опять вот принесет. А система контроля со стороны, соответственно, тех структур, как должны, видите, хромая. Муниципалитеты не удерживают. Поэтому давайте наладим сперва вместе, под контролем, потом будем думать о дополнительных деньгах. В 2018 году количество детей-сирот, не обеспеченных жильем, составляло чуть больше 3700 человек. В нынешнем уже больше 4000. При этом сумма, выделенная на их новоселье, практически не меняется. В 2020-м на эти цели из бюджета запланировано 860 миллионов рублей. Важно, чтобы каждая копейка из этих денег была направлена по целевому назначению. И сироты начинали самостоятельную жизнь, не с топтания у залов судебных заседаний. Артур Шамсудинов и Зальфа Бекташева. Итоги недели. Ну и в продолжении жилищной темы ипотека станет доступнее. Центробанк снизил ключевую ставку еще на 0,25 процентных пункта до 6,25%. Пятый раз с начала года. Суммарное снижение в итоге составило 1,5 процентных пункта. Причина – продолжающееся замедление инфляции. В ноябре в Башкортостане она составила 3,6%. Среди основных причин замедления темпов прироста цен стал хороший урожай сразу по ряду культур. Расширение предложения мясной продукции, укрепление рубля и сдержанный спрос. По прогнозам регуляторов, в 2020-м инфляция в России не превысит 4%. После снижения ставок Центробанка следует ожидать снижения депозитных и кредитных ставок российскими банками, что уже неоднократно происходило в этом году. Средние ставки ипотеки с большой вероятностью приблизятся к 8%, считают эксперты. Снижение ключевой ставки будет способствовать повышению доступности ипотеки, кредитов для бизнеса, которые, в свою очередь, должны поддержать экономическую активность и наметившийся рост внутреннего спроса. По прогнозу Банка России инфляция в этом году составит 2,9–3,2%. Ну а сейчас о других новостях экономики. Короткой строкой. В России увеличат размеры и сроки выплат ежемесячного пособия за первенца. Деньги на ребенка будут выплачиваться вместо 1,5 до 3 лет. Нововведение вступит в силу с нового года и будет касаться семей, где малыши появились на свет после 1 января 2018 года. Изменятся и критерии для назначения выплаты. Сейчас доход должен составлять 1,5 прожиточных минимума на человека, а с нового года уже 2. То есть, если, например, в семье, где есть мама, папа и ребенок, личный бюджет не превышает 62 тысяч рублей, то они могут рассчитывать на поддержку. Для получения пособия необходимо обратиться с заявлением в отделение МФЦ. Между тем, возрастут и траты семейного кошелька. Но это касается тех, кто бросает автомобили на площадках для мусора. Тем самым парализуется работа коммунальных служб, занимающихся вывозом отходов. Для любителей такой парковки штраф составит от 1000 для частных и до 30 тысяч для юридических лиц. За повторное нарушение сумма удвоится. Но это пока предварительные цифры. Предполагается, что поправки в административный кодекс депутаты примут в декабре, а штрафовать начнут уже с нового года. Так что будьте внимательны. Не теряйте бдительности, если собираетесь прибегнуть к услугам грузчиков, к примеру, при заказе доставки мебели или техники на дом, если не хотите заплатить двойную цену. Так, в Уфе грузчиков уличили в вандализме. Сотрудники компании специально сломали лифт. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. Как выяснилось, такая методика практикуется повсеместно для того, чтобы повысить стоимость услуг. Ведь никто не захочет оставлять свой новенький диван или стиральную машину в подъезде до лучших времен. Стоит отметить, вандалов нашли, за порчу имущества им теперь грозит уголовная ответственность.
В Уфе появится отель вместо нынешнего общежития. Об этом сообщил Росгосцирк. По плану Уфа станет одним из городов, в которых ведомство планирует построить сеть отелей эконом-класса. Сейчас в этом здании проживают 110 человек, и пока неизвестно, куда их переселят. На реконструкцию отеля потребуется порядка 1,5 миллиарда рублей, 62 миллиона которых выделено из федерального бюджета. Большинство россиян полагают, что премия гораздо лучше новогоднего корпоратива. Лишь 18% опрошенных предпочли деньгам вечеринку в кругу коллег. Опрос проводил сервис по поиску высокооплачиваемой работы «Суперджоп». При этом респонденты не рассчитывают на большие премии с 5 нулями. Подходящим денежным эквивалентом стала бы сумма в 4700 рублей. И вот еще один интересный момент. За денежное поощрение вместо корпоратива в основном голосуют работники в возрасте от 25 до 34 лет. Вопреки расхожему мнению, что молодежь за шумные вечеринки. Впрочем, зарядиться новогодним настроением можно и просто выйдя на улицу. В 9 городах Башкирии на иллюминацию потратят в совокупности 115 миллионов рублей. При этом бюджет не потеряет ни копейки, все это средства спонсора. Оформлением столичных городков, а именно иллюминации, стал итальянский мастер Валерио Фести. Впервые за 8 лет ель установили на Советской площади. А вот главная особенность елки у телецентра – ее мультимедийность. Разноцветные гирлянды под музыку превращаются в анимированные изображения и текст. Между тем, в Росстате подвели так называемый индекс Оливье. В этом году салат обойдется на 15 рублей дороже в сравнении с прошлогодними ценами, если придерживаться классического рецепта. Ну а если вы уже планируете новогодние каникулы, то можно покупать билеты на поезд Уфа-Казань. Железнодорожного сообщения между соседними республиками не было около 30 лет. Пока это 2 прицепных вагона, купейный и плацкартный, в общей сложности на 90 мест. Следование в пути поезда Уфа-Казань 18 часов. Выражаясь на языке железнодорожников, переприцепка будет производиться в Ульяновске. Стоимость билета в зависимости от даты можно купить взрослый за 1100 рублей, а детский рассчитывается в 30% от стоимости основного билета. За парковку на газонах в Уфе больше не штрафуют. Причиной тому стала наступившая зима. Оказалось, что применить принятый еще в апреле башкирскими парламентариями закон намного сложнее, чем в летнее время. Сейчас тяжело определить, где росла трава, а где был разбит цветник. Границы дозволенного размыла белая пелена. По этому поводу в соцсетях уже начали высказываться недовольные горожане. Их интересует вопрос, нельзя ли все-таки наказать нерадивых автовладельцев? Ответ на него искал и наш корреспондент Руслан Батыргареев. Вы право снимаете, я вам разрешение дала на съемку. Это личный автотранспорт. Я к вам домой не ворвался, я в общественном месте снимаю. Девушка утверждает, что мы нарушаем ее конституционные права. А вот себя она виноватой не считает. Видимо, для недовольной автоледи парковаться в неположенном месте является нормой. Где? Все, что надо было, все огородили. Мест нет, паркуемся. Что случилось такое? А случилось то, что подобными фактами недовольны некоторые уфимцы. Один из них, кстати, проживающий в соседнем дворе, написал обращение в социальных сетях. Мужчина разместил фото и поинтересовался, почему администрация города не принимает меры. Да, конечно, такие случаи имеют место быть и зимой, но ввиду снежного покрова на данный момент административные комиссии не могут наложить штраф. Республиканский закон, запрещающий парковаться на газонах, был принят в апреле этого года. И там речь идет об озелененных территориях, то есть участках, покрытых травой, кустарниками и деревьями, поясняют в администрации города. Зимой границы дозволенного размывает белая пелена. Это то самое место, которое запечатлел на камеру житель микрорайона Сипайлово. Как и на фото, все та же машина, припаркованная в неположенном месте. Зимой, конечно, трудно определить, что находится под снегом. Тротуар, газон или, к примеру, цветник. Однако в этой ситуации, если приглядеться, видно, что проезжую часть от остальной территории отделяет бордюрный камень. Именно это и может стать основанием для определения административного нарушения, считают башкирские парламентарии. Ведь в региональном законе помимо озелененной территории упоминаются участки, имеющие ограничения в виде бортового камня. И коммунальным службам, и тем, кто занимается уборкой снега, необходимо, конечно, снег убирать до бордюра. Тогда и вопрос определения статуса, где заканчивается дорога и начинается благоустроенная территория, этот вопрос не будет возникать. Ну и, конечно, мы вернемся к этому вопросу в период весенней сессии и проанализируем правоприменение за зимний период.
Депутаты Госсобрания республики и сами неоднократно выезжали по городу, чтобы проверить, насколько соблюдается закон. Тогда парламентарии столкнулись еще с одной проблемой – самовольный захват территорий. То есть, когда озелененный участок отсыпают гравием, огораживают и превращают в стоянку. Это тоже стоянка, вот она сделана, видите? Они даже бордюры самовольно сняли, вот. Получается, это вот на ночь они поставят ленту. С момента запрета парковки на газонах только в Уфе к административной ответственности привлекли более 13 тысяч автолюбителей. Общая сумма штрафов превысила 14 миллионов рублей. Это с апреля по декабрь. С наступлением зимы работу по выявлению нарушителей приостановили. Но это не повод парковаться где попало. Я стараюсь только в положенных местах парковаться. В неположенных стараюсь не парковаться, потому что не хочется какой-то ответственности нести за это. Где росла трава или где был разбит цветник, зимой определить сложно. Однако привлечь водителей к ответственности за нарушение границ дозволенного возможно. Тем более, когда автовладелец паркуется рядом со своим домом, где живет не первый год и прекрасно знает, что находится под снегом. Руслан Батыргареев, Булат Садриев и Константин Романов. Итоги недели. Уфа. Территория роста стартовала с города Салавата. Накануне свыше 1000 девятиклассников смогли применить полученные в школе знания на практике. На 5 образовательных платформах прошли тематические мастер-классы, выставки высших и среднеспециальных учебных заведений, встречи с экспертами. Кроме этого, школьники получили азы предпринимательства и смогли защитить свои первые бизнес-проекты. Такого в их жизни еще не было, говорят будущие студенты. Киловатты звука и света, нереальный драйв и полный зрительный зал спорткомплекса «Салават». Церемония открытия форума «Территория роста» сразу же задала темп всему мероприятию. Ледовая арена утопает в аплодисментах, когда на сцену приглашают инициатора проекта Карине Хабирову. Надеемся, что сегодня вы получите от этого что-то новое, найдете новых друзей, единомышленников и будете с ними двигаться дальше по жизни и побеждать. После официального открытия форума 1200 девятиклассников Салавата разъехались по 5 тематическим образовательным площадкам. В лицее номер 1 прошла платформа «Траектория лидера». Во время выполнения определенных заданий школьники должны были выработать командный дух. С задачей справились. Сложнее было предложить проект своего бизнеса с нуля, но на помощь пришли наставники. В дальнейшем идет сопровождение ребят в центрах «Мой бизнес», которые сейчас открываются по всей республике. Это и открытие, помощь в создании бизнеса своих планов и уже участие на муниципальных конкурсах именно для получения как молодых предпринимателей субсидий. Самой крупной образовательной платформой стал филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета. О силе интеллекта тут не только говорили, но и спорили во время научных мастер-классов и квестов. О преимуществах вуза школьникам рассказывали не только профессора, но и первокурсники. Во-первых, это нефтяной университет, это опорный вуз Башкирии, получается, всей России. Я выбрала именно этот филиал, потому что он очень близко находится к моему дому, и раз я с деревни, мне очень удобно ездить каждую неделю домой. И мы с родителями выбрали именно этот вуз. Девятиклассник Ильдар Гемалов знает о воде, если не все, то практически все. Именно H2O посвящена научной работе школьника. Какую воду пьют жители его родного города и как модернизировать систему питьевых источников. Чтобы люди задумывались о качестве и количестве воды, которую они потребляют, потому что если они губят свою жизнь, можно так сказать, у них начинается истощение и тому подобное. Вот. Вода – это источник жизни. Да. Достижения девятиклассников оценивали не только члены жюри, но и руководство университета. Говорят, за таких студентов нужно будет еще побороться. Полученные в школе знания выше всяких похвал. Если они могут соединить эти знания, им показывают, как это работает на простых примерах и соотносят с теми примерами в промышленности, которые мы можем видеть, допустим, на предприятии «Газпром-Нефтехимия Салават». Вот ребята наглядно видят, как знания превращаются в будущую их профессию. Такой мостик. Спорт и культура, музыка, прикладное искусство и народные промыслы, медицина. Всех тематических площадок не перечислить. Каждый школьник попал именно туда, куда он хотел. Организаторы в ходе предварительного анкетирования выявили их интересы. Немало людей и на мастер-классе по журналистике от ведущей телеканала БСТ Светланы Лобановой.
Я люблю позировать на камеру, я люблю вообще стоять возле камеры, я люблю, когда меня снимают. Мне это очень нравится, удовольствие я от этого получаю. Вот. А насчет спикера, она очень крутая, на самом деле она очень крутая. Она помогла понять, почему именно речь важна в нашей жизни. Итоги первого республиканского молодежного форума «Территория роста» подвели в спортивном комплексе «Салават», где и открылось мероприятие. Организаторы признаются, такого положительного эффекта не ожидали даже они. Школьники смогли не только выбрать себе будущую профессию, но и открыть новые интересы. Девятиклассники, казалось бы, там сейчас все в телефонах, еще в чем-то. Они сидели завороженно, слушали оперу и игру на музыкальных инструментах, классику. То есть, для нас это было потрясающе. Там, где занимались медиа, там тоже они занимались, настолько были заняты там и прямым эфиром, и изучали, вот вашу профессию осваивали. Поэтому все площадки были очень интересны. Не обошлось и без сюрпризов. Чтобы раскрыть потенциал школьников, в Салават приехал известный мотивационный тренер, с которым хочет познакомиться сам Ник Вуйчич Алексей Талай. Главное, что хотел донести до ребят член паралимпийской сборной Республики Беларусь: нет ничего важнее семьи. И каждый день нужно прожить ради своих родных людей. Не поверить отцу 4 детей было невозможно. От тебя самого очень многое зависит в твоем окружении, в твоей семье. И как такая большая роль – это твое место в государстве в будущем. Но сегодня ты, молодой человек, должен найти эти точки опоры. Наиболее активных участников «Территории роста» наградили на церемонии закрытия форума. Сюрпризом для всех присутствующих стал неожиданный приезд главы Башкортостана. Ради Хабиров приехал не с пустыми руками, подарил городу сертификат о передаче спортивного оборудования на общую сумму 13 миллионов рублей. Знаете, я тихонечко сидел, буквально 2 часа у себя в кабинете в Уфе работал. И мне говорят, что в Салават так зажигает, такое замечательное мероприятие. Я прыгнул в машину и приехал посмотреть на вас. Я вас сегодня поздравляю с участием в этом замечательном проекте. Я вам всем желаю быть такими же задорными, быть сильными, верить в себя, и все у вас получится. Участники первого республиканского молодежного форума «Территория роста» показали не только свою сплоченность, но и интеллект. Без ошибок определили башкирское племя Юрматы, на чьих землях располагается современный город Салават. В течение следующего года, благодаря поддержке регионального правительства и благотворительного фонда «Территория счастья», аналогичные мероприятия пройдут по всему Башкортостану. Азат Садриев, Булат Садриев и Рауль Гатиатуллин. Итоги недели. Салават. Он не рисует женщин, болезни, смерть. Как уверял ранее, еще и не смотрит телевизор. Но тут, как выяснилось, лукавит. Себя скромно называют летописцем эпохи. Попасть к нему на карандаш – возможность проснуться знаменитым. Но нужна ли она такая слава? Художник-карикатурист Камиль Бузыкаев тоже подводит итоги года. Выставка «Монако Роле» стартовала в Музее истории Уфы, где мы с ним и встретились. Поговорили о том, кто цензор его работ, сколько ему за это платят и почему Бузыкаев не признает политика в юбке. «Монако Роле», Альбина. Вот картинка, которая была нарисована еще год назад. И она такая немножко раскрывающая наш менталитет. Это в тот момент, когда все почему-то решили, что придет наш Хабиров и все нам мгновенно поменяет в течение месяц ему давали, наверное, может даже 2 особо добрые. Но так, к сожалению, не получилось. Система у нас неповоротливая, это все-таки не велосипедом рулить. Вы себя довольно-таки, скажу, не скромно, но назвали летописцем эпохи. Ну что ж, так оно и есть же. Я же я рисую же спонтанно, допустим. Я могу нарисовать, а потом мне люди говорят, что я немного рисковато нарисовал. Люди говорят, когда вы уже опубликовываете, или супруга дома говорит: Камиль, нет, по-моему, надо это в стол? Ну, супруга часто это говорит. Ну, я же как у нас говорят, послушай женщину, сделай наоборот. Кстати, насчет женщин. Вы говорили, женщин не рисуете? Нет. Но вы сказали, что женщина-политик – это не совсем женщина. Я так считаю. Но тут женщин не так много, но все же есть. Присутствует, да. Ну,
Не знаю, сейчас вот на меня накинутся все эти поборники феминизма, да, но я считаю, что у женщин и мужчин это разные роли в жизни, и политика это как раз это... Не женское дело? Да, это выйти из пещеры и идти за мамонтом, понимаете, вот я так думаю. Вы живете около Дома правительства, у вас часто на карикатурах Дом правительства. Вы видите людей, которые гуляют под окнами, и вылетающих, нет? Мы все живем около этого дома. Мы все. Не стали ли вы слишком близки к власти? Вы же свободный художник, и вы себя этим всегда позиционировали, что вы свободный художник. Да, позиционировал. Последнее, все, что мы уже видим вот за этот год, в принципе, на большинстве из них глава республики. Ну, он же у нас основной подаватель вообще тем для рисования. Потому что я с интересом смотрю, что происходит вот, по телевизору, в интернете. Угу. Значит, когда вы говорили, что не смотрите телевизор, вы все-таки слукавили. Ну, Альбина, ну как же, я бесчувственный, что ли? Вот вас я всегда смотрю. То есть вы на кнопке БСТ? Ну, конечно, БСТ я люблю, да. Искала среди работ ту самую, которая мне, честно, понравилась больше всего в вашей летописи. Угу. Это вот «Слава, не шуми, охрану разбудишь». Да. Ну, это ерничество такое. Но была предыстория, да, то, что под окнами главы республики появилась надпись кто-то с краской сердечком. написал. То есть это краска, это не снегом? По-моему, краской нет. Ну, может, снегом, я не знаю. Мне показалось, что краска. Но в любом случае я ее интерпретировал так, что ее как будто краской нарисовали. А так она мне тоже очень нравится, она такая вот в тонусе держит. Что это, художник Бузыкаев не до конца продался, там, что там обо мне еще пишут. А себя рисовать сложно? Себя нет, что там рисовать? Вот это Камиль Бузыкаев? Да, это я. Да. Это рисунок родился, когда Ради Хабиров посетил мою прошлогоднюю выставку в галерее «Арт». И все стали спрашивать, ну что ты у него спросил, что ты у него попросил. Ну и что вы у него попросили? Вот же. Автомашина с магнитофоном, костюм с отливом и в Ялту. Ну ничего не дали. Этот самый костюм? Нет, он уже без отлива, я его сам купил. Камиль, хорошо работать дома? Конечно. Конечно, дома хорошо. Я же еще раз повторюсь, я художник башкирский, уфимский. Я люблю рисовать то, что близко мне. То, что происходит в Москве, в Питере или там в Нью-Йорке, в Мехико, мне не интересно. Я там не живу. Здорово, спасибо большое, ну и творческих вам успехов. Спасибо большое, Альбин. Всегда рад на башкирском телевидении, спутниковом. Спасибо и вам, что остаетесь в эфире башкирского спутникового телевидения. Такой выдалась уходящая неделя декабря. Встретимся в следующее воскресенье. Будем вместе подводить итоги. До свидания.